Один китаец был мастером подземного пения. Он пел только частушки. Каждый четверг он ходил в чайный дом, где его поджидали две сестры-хохотушки. Он пел, когда его одевали, он пел, когда его хоронили. Когда закончился репертуар, он сказал: теперь мне не место в могиле. Жизнь ползет, как змея в траве, пока мы водим хоровод у фонтана. Сейчас ты в дамках, но что ты запляшешь, когда из-за гор начнет дуть трамонтана? Женщина преподавала язык Атлантиды, сидя на крыше. Соседи видели, как каждую ночь к ней слетаются йоги и летучие мыши. Один священник вступил с ней в спор, он втайне всегда желал ее тела. Когда он вытащил свой аргумент, она засмеялась, она улетела. Жизнь ползет, как змея в траве, пока мы водим хоровод у фонтана. Сейчас ты в дамках, но что ты запляшешь, когда из-за гор начнет дуть трамонтана? Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя. Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. 30 лет он закончил рыть, он вышел где-то в пустыне. Он пал на колени в соленые волны и приник к ним губами, как будто к святыне. Жизнь ползет, как змея в траве, пока мы водим хоровод у фонтана. Сейчас ты в дамках, но что ты запляшешь, когда из-за гор начнет дуть трамонтана? Жизнь ползет, как змея в траве, пока мы водим хоровод у фонтана. Сейчас ты в дамках, но что ты запляшешь, когда из-за гор начнет дуть трамонтана?